Молодые специалисты Мирнинского ГОКа провели интеллектуальную игру «Ворошиловский стрелок». Проект этот существует в России уже 7 лет. Он получил свое название в честь основателя викторины «Что, где, когда» Владимира Ворошилова. Своей простотой и динамизмом игра успела завоевать популярность среди молодежи по всей России. Ну а в Мирном эстафету подхватили горняки. Эрудиция в тренде. Наверное, поэтому классическая игра в формате викторины так энергично шагает по стране. У ворошиловского стрелка есть свой сайт, на котором подобраны тысячи вопросов по разным темам. Им и воспользовались организаторы мероприятия – молодые специалисты Мирнинского ГОКа. Тематика вопросов, как я уже сказал, на общий кругозор. То есть читал человек в детстве, читал в юношестве, чем сейчас интересуется. Если он развивает себя, то он и может победить в этом шоу. 8 команд от каждого цеха комбината. Интеллектуальная стрельба осуществляется нажатием кнопки на игровом модуле. Вылетает тот, кто не смог первым правильно ответить на вопрос ведущего. Существует турнирная таблица, в которой ведется учет всех очков, всех мест, всех баллов, после чего спустя несколько этапов, это 3 у нас этапа будет, потом полуфинал, финал и матч за 3-е место и матч за 1-е место. Ну и, собственно, побеждает сильнейший, побеждает умнейший. Торговая марка, принадлежащая американской компании PepsiCo, безалкогольный, сильно газированный прохладительный напиток. Слушаю. Миринда. Все верно. Кого выбиваете? Красного. Конечно, видно, что игра проводится впервые. Многие вопросы ведущего так и остались без ответа. Чувствуется отсутствие практики. Эрудиция тоже нуждается в постоянной тренировке. Ну, в основном это вопросы для меня лично связанные с датами какими-либо. И, к сожалению, я, насколько помню, ребята не очень хорошо знают историю Якутии. И, то есть, вопросы, которые касаются Великой Отечественной войны, тоже как-то довольно проблематично давались им. А вопросы о фильмах, там, о номинации Оскаров и какой актер где играл, это почему-то молодежь у нас помнит очень хорошо. Так что я желаю почитать всем книги и углубиться в историю Якутии, все-таки мы здесь живем. Первое место турнира досталось команде «Рудника Интернациональный». Призы от профсоюзного комитета, сертификаты на приобретение товаров в магазинах города.